конце XIX века по всему миру разнеслись известия о крупных месторождениях золота на Аляске. 1897 стал годом начала золотой лихорадки, когда оттуда на пароходе «Портленд» в Калифорнию вернулись 68 старателей, которые привезли с собой 1,5 тонны золота. Уже через 2 года на Аляску устремились тысячи людей со всего земного шара. Они двигались вверх по крупнейшей реке Аляски Юкону, к ее теперь уже легендарному притоку Клондайку. Но уже скоро залежи золота были найдены вблизи маленького городка Ном на побережье Берингового моря. И уже в 1900 году Ном стал самым оживленным портом мира без гавани. Уже через пару лет город золотопромышленников достиг своего полного расцвета, и его стали называть Парижем Аляски. Здесь со скоростью света открывались магазины, банки, рестораны, публичные дома, гостиницы, появились свои газеты. В 1906 году общая стоимость золотодобычи на Аляске составила $7,5 миллионов. Иногда старатели набывали золото на $2000 в день. Слухи об этих неимоверных богатствах дошли и до ингушского села Альтиево. 26-летние Сандро Мальсагов и Марсбек Гатиев загорелись желанием добраться до Америки и поискать там свою удачу. В 1907 году на всевозможных попутках и поездах, то в товарных, а когда повезет и в пассажирских вагонах, они добрались до дальневосточного морского порта Владивосток. Здесь им пришлось задержаться до 1910 года. Город был переполнен пассажирами, отъезжающими в Америку. Задержки возникали и из-за нехватки пассажирских пароходов, и из-за оформления документов на право въезда в США. Во Владивостоке Сандро и Марсбек встретились с земляками из Кавказа, также следовавшими в Америку. Это были грузины, армяне, кабардинцы и другие горцы. Они объединились в небольшую кавказскую общину. Им по-землячески оказывали поддержку и помощь купцы, братья Федор и Моисей Караевы. Вновь прибывающие получали здесь временные ночлежки в деревянных бараках и работу в качестве грузчиков на транзитных складских базах и в морском порту. В то время как Сандро Мальсагов и Марсбек Гатиев дожидались своей очереди для выезда в Америку, родители юношей были не на шутку обеспокоены их длительным молчанием. Они отправляют вслед за ними их младших братьев Якуба Мальсагова и Бексултана Гатиева с наказом разыскать пропавших и вернуться всем вместе домой. С ними едет и их друг Магомед Добриев из села Экажево. В 1910 году все трое прибыли во Владивосток и быстро разыскали Сандро и Мурзабека, которые были уже готовы выехать за океан. И тут, вопреки строгому требованию родителей вернуться домой, вновь прибывшие тоже соблазнились отправиться в заманчивую Америку, о которой ходили неимоверные слухи, что все улицы городов в ней вымощены золотом, и все люди ездят на своих личных автомобилях. И вот наступил день, когда большая группа молодых, смелых и энергичных горцев пустилась в далекий путь через океан из Владивостока в американский порт Сиэтл. Пришлось лежать им вповалку на палубе для пассажиров 3-го класса и впервые в жизни пережить неприятности сильной штормовой качки. В Сиэтле, получив отказ от местных властей на просьбу сразу же направить их на золотые прииски Аляски, молодые кавказцы стали метаться по конторам и офисам в
поисках работы и курсов по обучению горняцким специальностям и английскому языку. Но это было сложно, все стоило денег, которых у них не было. Помощь пришла неожиданно от Сиэтлского профсоюза «Индустриальные рабочие мира». Через биржу труда им удалось найти работу в Чикаго, на крупнейшей в мире скотобойне. Проработав там 2 месяца, друзья вернулись в Сиэтл и устроились на работу грузчиками на мучных складах и подручными на хлебозаводе. Очень скоро заработки стали вполне приличными, и в 1912 году они наконец-то переезжают в заветный город Ном. Их там уже ожидал Сандро Мальсагов, который перебрался в Ном раньше всех кавказских земляков, с которыми он приплыл в Сиэтл. В Номе Сандро женится на дочке американского миллионера, судовладельца Курта Брауна, Элизабет. На этом фото из архива семьи Добриевых запечатлены Магомед Добриев и супруги Сандро и Элизабет Мальсаговы. В качестве свадебного подарка отец новобрачный подарил молодоженам 3-мачтовую шхуну White Mountain. Это стало сенсацией, и Сандро Мальсагов тут же загремел во все местные газеты Аляски и Сан-Франциско, оттуда родом были Брауны. Журналисты писали, что теперь кавказский горец будет путешествовать на собственной морской горе. В унисон этой аллегории Мальсагов стал курсировать на своей шхуне к берегам Камчатки и Чукотки. Он активно торговал американскими товарами с эскимосами, чукчами, коряками, скупал пушнину, китовый ус и моржовые клыки, которые пользовались большим спросом в США. Его коммерческим успехом можно было позавидовать. Однако семейная жизнь с Элизабет Браун у него не сложилась. Через пару лет они развелись, и она уехала с отцом в Сан-Франциско. В Номе кавказцы поддерживали друг с другом связь, хотя работали на разных приисках. Некоторые из них освоили езду на собачьих упряжках и на больших нартах с упряжкой из 12 собак и зимой возили по снежной тундре грузы и пассажиров. Якуб Мальсагов и Магомед Добриев ежегодно в марте участвовали в гонках на собачьих упряжках и занимали призовые места, получая вознаграждение в долларах. В 1917 году в России произошла Октябрьская революция, и многие российские эмигранты в Америке поддерживали ее. Власти потребовали у граждан бывшей Российской империи покинуть США. Ближайший путь из Аляски в Россию лежал через Берингов пролив. Всего лишь 55 миль надо было проплыть по воде, чтобы очутиться у мыса Дежнева на Чукотском полуострове. И ранним летом 1918 года 12 кавказцев отплыли от берегов Аляски на Уайт-Маунтине Сандро Мальсагова. Они прибывают в чукотское селение Кенискун, Дежнево, где вновь встречают своих старых знакомых, братьев Караевых. Они посоветовали им не ехать на Кавказ из-за революционной обстановки и предложили обосноваться в селах по Чукотскому побережью и продолжать заниматься коммерцией и поисками золота. На косе у селения Дежнева располагалась основная торговая база американской фирмы Хиббард, Свенсон & Ко. После заключения договора с владельцем фирмы Олафом Свенсоном они получают патенты на торгово-заготовительное предпринимательство и разъезжаются с товарами для продажи по разным селениям Чукотки. Бексултан Гатиев попал в село Пуутен, женился на чукчанке Анне Тынай. У них родился сын и 2 дочери. Умер Бексултан в 1928 году от туберкулеза. Потомки Бексултана также погибли от этой болезни в молодом возрасте, не успев обзавестись семьями. Сандро Мальсагов вместе с Марсбеком Гатиевым продолжали заниматься коммерцией на шхуне White Mountain по Северному морскому пути, курсируя между СССР и США до середины 20-х, когда жизнь Марсбека внезапно оборвалась в Чукотском море. Он
утонул. Шхуна «Сандро» упоминается в бортовых записках первой советской разведывательной экспедиции по Северному морскому пути. В них упоминается, что в августе 1923 года у селения Уэллин в Чукотском море, цитата, «была встречена и задержана американская парусно-моторная шхуна, незаконно торговавшая с чукчами. Владелец шхуны согласился продать ее советским властям вместе с находившимися на борту товарами». В сноске указывается, что шхуна носит название White Mountain. Но согласно архивов пограничной службы США, до 1929 года «Сандро» еще несколько раз пересекал американскую границу на своей шхуне. Второй женой «Сандро» после Элизабет Браун стала Татьяна Тенгреут из упомянутого селения Уэлэйен, дочь чукчанки и американца. Татьяна побывала с мужем на Аляске, в городах Сиэтл и Сан-Франциско. В одну из зимовок в городе Номи она заняла второе место на конкурсе «Красавиц Аляски». У пары было 4 детей – Мухтар, Осман, Спартак и Алла. Это фото с временной отметкой 1928 года обнаружила доктор исторических наук Макка Албагачиева в архивах Кунсткамеры. Данные о судьбе Сандро Мальсагова после 30-х годов разнятся. По рассказу сына Магомеда Добриева Базика, Сандро в конце концов навсегда перебрался в США из Петропавловска-Камчатского, где обосновался с семьей. Но по данным исследователя истории Камчатки Виталия Ястремского, в судьбе Сандро присутствует один печальный факт. Во времена сталинского террора 30-х Сандро стал жертвой известной советской карательной психиатрии. Он был заточен в городскую лечебницу приблизительно в 1934 году. Очень скоро супруги сообщили, что Сандро умер. Но ей не показали ни его тела, ни могилы. Дочери Алле, которая приходила с матерью навещать его, он говорил: «Не верим всем. Я не сумасшедший. Мы очень богаты. Вот увидишь, скоро мы уедем в Америку». Может быть, это были слова отчаяния, которые были его последней надеждой в положении, в котором он оказался. А возможно, что этот удивительный человек действительно вырвался из тисков сталинской системы и осуществил свою мечту. Якуб Мальсагов с небольшой группой кавказцев из Кенискуна уехал в Анадырь, где сначала участвовал в разгрузке судов и баркасов, зимой был погонщиком собак или оленей на собственной упряжке, перевозил грузы и пассажиров на далекие расстояния по чукотской тундре. Затем стал видной большевистской фигурой в регионе, был членом Анадырского совета рабочих депутатов, активно помогал первому ревкому Чукотки. 8 февраля 1920 года в результате контрреволюционного переворота Якуба Мальсагова расстреляли вместе с ревкомовцем Августом Берзилем. Похоронили Якуба в Анадыре, в братской могиле у мемориала первому ревкому Чукотки. Магомед Добриев также стал сотрудничать с Хаббард Свенсон и обосновался в селении Яндагай. Женился на эскимоске Ксении Чивкелын. У них было 8 детей. Перестав заниматься коммерцией после укрепления власти Советов в 30-х, он трудился завхозом культбазы в заливе Святого Лаврентия. Участвовал в спасении челюскинцев. Был награжден за это грамотой, подписанной Сталиным, Молотовым и Куйбышевым. В декабре 1938 года Магомед был арестован НКВД и подвергся пыткам. У него требовали признания в связях с американской разведкой, хранения золота и валюты. В результате перенесенного стресса Магомед скончался от инсульта сразу после освобождения. Через полгода после смерти мужа Ксения вместе с детьми приехала в Ингушетию. Не выдержав кавказского климата, через 2 года она вернулась на Чукотку со старшими детьми. Младшая дочка Чебихан и сын Абдулла остались на Кавказе,
и пережили вместе с ингушскими родственниками весь ужас сталинской депортации 44-го. Воспоминания отца о Кавказе и Америке и историю своей семьи подробно описал в автобиографическом сборнике рассказов и повестей сын Магомеда Базик Добриев. Многочисленное потомство Магомеда Добриева на Чукотке живет по сей день. В их числе видные в регионе писатели, историки, политики, актеры, скульпторы, бизнесмены.